Мария Ивановна, вот вы были первым директором Республиканской детской библиотеки имени Чуковского. Расскажите, как все начиналось, кем вы работали и вот как была создана библиотека. После окончания Московского института культуры, факультет библиографии, библиотековедения, приехала работать в свою республику. Мне назначили работать заведующей детской библиотекой имени Гайдара. Но затем в 1970 году меня пригласили в Министерство культуры и попросили работать директором Республиканской детской библиотеки. В то время во всех краях, областях были созданы детские библиотеки республиканские, только в нашей республике не было. Это связано с тем, что Республиканская детская библиотека по статусу должны мы оказать методическую помощь по всем районным детским библиотекам. Тогда специалисты в районных детских библиотеках с библиотечным образованием, можно сказать, почти не было. Но, конечно, начало любого первого дела всегда создаются проблемы, трудности. Так у нас было. Во-первых, в первую очередь должны были решить вопрос с помещением. Та библиотека, которая находилась детская библиотека города, совсем не соответствовала по площади. Почти 3-4 раза меньше было. Как такого помещения, чтобы нам выделили для библиотеки, в городе не было. Но пришлось решать самой. Но как-то так получилось, что та территория, в которой мы находились, там была большая, хорошая территория. Почему-то мысль пришла, что почему бы не построить здесь пристройку, тогда мы решили бы эту проблему. С таким образом я пригласила архитектора города Кулар Михаил. Он очень грамотный работник. И ему так казалось, что вот так нужно такое помещение. Он посмотрел, измерили и сразу сказал, можно построить, но только двухэтажные. Тогда, значит, мы бы решили этот вопрос с площадью. Ну, конечно, тоже не так просто было. На конце концов начали строить. Потом вопрос стоял подключение отопления. Тоже это очень такой щепетильный вопрос был. Ну, а я обратилась каким-то образом, рядом с нами был этот Сбербанк, заведующий работал участник Великой Отечественной войны. Я ему тоже доказала, что вот так он не понял, поддержал, и мы к ним присоединились. С отоплением такой вопрос уже тоже был решен. И кроме того, по статусу Республиканской детской библиотеки должны работать специалисты с высшим библиотечным образованием. Ну, мы написали в Москву, в Министерство культуры. Через 3 или 4 месяца нам отправили специалистов, которые закончили Восточно-Сибирский институт культуры, факультет библиографии, библиотековедения. Их 4 приехали, молодые девушки только что закончили с высшим образованием. Опять же стоял вопрос, где им жить, жилья нет. Тоже пришлось заниматься очень настойчиво. В конце концов, нам выделили 4-комнатную квартиру по улице Титова. Они до этого жили то у меня там, то у других работников.
Но этот вопрос такой щепетильный был. Некоторые даже хотели обратно уехать, но пришлось, вот когда выделили квартиру, они все остались и очень долгое время работали. Советникова Светлана, Шкаруба Светлана, Педорева Тамара, Токеева Маргарита, а потом средним специальным образованием с Ленинграда. До этого она тут работала, Микеева Надя. Вот таким образом мы комплектовали, обеспечены были с кадрами. А сколько было отделов, когда библиотеку открыли? Библиотека отдел для младших классов, для средних классов, для старших классов. И, соответственно, читальные залы, абонементы, и для работников там хоть какой-то кабинет. И тогда у нас было человек 13, а сейчас вот я смотрю, уже вот существующая библиотека, там уже больше 30 работников, тоже они все почти с высшим образованием. Как комплектовался книжный фонд библиотеки? Книжный фонд в то время очень хорошо комплектовался. Нам централизованно отправляли все книги, журналы, там очень много, почти каждый месяц. Мы не успевали даже обрабатывать. Ну, как такого фонда книгохранилищ у нас не было, тоже не хватило помещения. Мы сразу обрабатывали, сразу, значит, выдавали читателям. То есть фонд обрабатывали сами сотрудники, получается? Конечно, только сами. Может, вы нам расскажете о социалистическом соревновании с якутской библиотекой? И кроме того, оказание медицинской помощи, и пришлось решать вопрос о расширении детской библиотеки на местах, то есть в районах. Ну вот тоже добилось хорошее помещение детской библиотеки в городе Шаганаре и в Самогалтае. Потом в 1972 году к нам приезжали работники, там директор, замдиректор и методисты из Якутской ССР. Это в апреле они приезжали. Тоже обменным опытом. Они тогда уже работали после около 20 лет. У них уже была детская библиотека республиканская. А мы только там года 2-1,5 так. Мы им понравились. Они сказали, говорят, это, говорят, за короткое время, говорят, вообще, что надо было, мы все сделали. Конечно, перед их приездом тоже готовились. Потом мы туда ездили, в Якутию. Они предложили нам организовать соревнования. Тогда в то время это очень было актуально, организовать соревнования во всех отраслях. Ну, мы решились. Основные показатели, как вот и сейчас, там читаемость, обращаемость, посещаемость и так далее. Подвели итог через полгода, наши показатели намного лучше было, чем это в библиотеке Якутской. Вас же за это наградили? Ну, соответственно, тогда, значит, меня наградили объявлением медали столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, нашим работникам ценными подарками, почетными грамотами и так далее. Сейчас, ну, поскольку у нас работали молодые девушки, у некоторых уже были семьи, тоже пришлось заниматься, устроить их детей в ясли, садики, тоже эти вопросы так настойчиво добивалась. Они до сих пор мне благодарны, что эти дети, которые ходили в ясли, садики, теперь уже у них свои внуки, уже взрослые. А вот как
завершилась ваша карьера в библиотеке. Но вот дальше, после библиотеки, куда вас пригласили? В 1972 году меня пригласили работать инструктором отдела пропаганды агитации обкома партии. Ну вот с тех пор там то обком, то райком, и потом много лет работала в профсоюзах. Более 50, общий стаж был более 50 лет. Сейчас, конечно, работа в библиотеке очень интересная. Я слежу за работой нашей Республиканской детской библиотеки. Очень интересные мероприятия проводят. Но 21 век, теперь у них все техническое все обслуживание, и компьютеры, и электронные книги и так далее. Они организуют такие интересные встречи со знатными людьми нашей республики. Я очень благодарна работникам детской библиотеки. Их тогда, я уже говорил, их тогда у нас было около 13 человек, теперь 300 с чем-то. Они тоже почти имеют высшее образование. И за это время очень много изменилось. Работают они очень по требованиям времени, так можно сказать. Ну вот вы рады, что ваше детище, да, ваше детище стало вот таким, как сейчас оно есть? Ну, вы сами знаете, эта библиотека, это мир знаний. Нет такого человека, наверное, который не посещал, не ходил в библиотеку. С самого детства, можно сказать. Как начинает там читать, это кругозор мировоззрения человека. Дома столько книг не имеешь, а тут состояние, богатство человека. Некоторые даже, некоторые так думают, что там библиотека сидит, выдает книги. На самом деле ведь не так. Ребенок приходит, этот библиотекарь там изучает, чем он интересуется, или там технической литературой, или искусством, или медицина, и так далее. Наблюдает его интересы и направляет этого ребенка вот именно увлекаться этими книгами, дает, посоветует и так далее. Я очень горжусь работниками настоящей детской библиотеки. Они, я уже говорила, очень много интересных мероприятий проводят, дает направление детям, путь жизни, можно сказать. Я желаю, конечно, нашим работникам счастья, благополучия и еще дальнейшей работы, развития нашей библиотеки.